Члены общественной наблюдательной комиссии Коми вместе с журналистами региональных СМИ посетили 25-ю исправительную колонию в Сыктывкаре. Пресс-тур был организован к 15-летию со дня создания в России структуры общественного контроля над соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. 10 июня 2008 года президент подписал закон, регулирующий деятельность общественных наблюдательных комиссий. В нашей республике ОНК действует 2009 года. Антон Квочкин подробнее. Очередной выезд в исправительное учреждение для членов общественной наблюдательной комиссии пусть и приурочен к юбилейной дате, но все же плановый. В первую очередь общественники изучают условия труда осужденных на производственных объектах колонии. Обходят швейные цеха и мастерскую станка с числовым программным обеспечением. Общаются с осужденными. Вот обеденный зал, осужденные сюда прибывают, проходят через линию раздачи. В столовой общественники осматривают варочный, мясной, рыбный и моечный цеха, оценивают состояние оборудования и помещений, знакомятся с меню. Проверяют даже весы, с помощью которых уже сами осужденные могут проверять полноту порции. Он ставит кружку, и там должно быть 250 грамм. Значит, порция полновесная. Правозащитники лично снимают пробы блюд. Питание – один из вопросов, которые держат на контроле как надзорные органы, так и члены ОНК. К нему, к слову, уже несколько лет нет серьезных нареканий. Кроме того, применяется порционная раскладка. Она позволяет отказаться от тех продуктов, например, мяса, которые по религиозным или иным соображениям для осужденного неприемлемы. Это вот сняло такую напряженность в отношении приема пищи у мусульман. Вот. И вот ВК-25, вот эта подготовка посуды для приема пищи, которая проходит через моечные машины, это тоже вот один из, так сказать, эпизодов, который определенную напряженность снимает. Далее по маршруту одно из общежитий осужденных, на этот раз для людей с инвалидностью. Правозащитники оценивают условия проживания, осматривают комнаты разогрева и приема пищи, общаются с осужденными и напоминают о возможности обратиться к ним на личный прием. Один из осужденных решил этим воспользоваться. Его интересует вопрос об изменении группы инвалидности. В нашем составе сейчас присутствует очень много представителей в области медицины, здравоохранения, правоведов, юристов и других категорий сотрудников, членов ОНК. И это очень важно, потому что каждый приносит свою лепту, и все такие вопросы, которые вызывают некоторые, может быть, острое недопонимание, обсуждаются, анализируются и принимается какое-то правильное, объективное решение. В магазине на территории ИК-25 общественники знакомятся с ассортиментом товаров, проверяют цены и сроки годности продуктов питания, внимательно изучают книгу отзывов и предложений. Продавцам огромное спасибо за отзывчивость и красоту. Под конец члены ОНК записывают свои рекомендации в книге посещений. Как отмечает председатель комиссии, замечания участников общественного контроля со стороны УФСИН всегда принимаются во внимание. Самая главная задача, я считаю, вот наша, в том числе и заключается в том, чтобы люди, которые здесь находящиеся, они не были озлоблены ни на государство, ни на общество, чтобы они выходили с такой позитивной повесткой в своей жизни. И дальше, когда они отсюда выходили, они заводили семьи, воспитывали детей, работали и нормально существовали. Они выходили, допустим, за забор, совершали преступления и возвращались сюда обратно. Основные цели ОНК неизменны – наблюдать, чтобы люди, которые оказались в местах принудительного содержания, содержались в человеческих условиях и чувствовали защиту своих прав, в том числе со стороны общественности. Антон Квочкин, Константин Куратов, телеканал Юрган.